Салам. Привет. Меня зовут Александр Блинов. У меня есть также другое имя, чувашское. Албарух. Сегодня я хочу начать знакомить вас с азами чувашского языка. И в этом ролике я хочу познакомить вас с 12 самыми главными словами, выражениями чувашского языка. Итак, первое слово «салам». Несмотря на то, что чуваши не являются исламским народом, ислам оказал на чувашский язык огромное влияние. Поэтому знакомое и понятное всему исламскому, мусульманскому миру слово «салам» понятно и людям, которые владеют чувашским языком. Салам. Привет. Салам. Есть и другое приветствие. Аваны. Это приветствие более древнее и сегодня поддерживаемое большей частью языковыми активистами, ну и также в некоторых уголках, в общем-то, чувашского мира используется она до сих пор. Аваны дословно переводится «все хорошо», «все в порядке», где аван «хорошо» и это вопросительная частичка, то есть приветствие через вопрос. Аваны. Часто за этим приветствием следует вопрос «как поживаешь?» «Менле пуранадан» или «Менле пуранадар» «как поживаете?». Основа здесь «пуран» – «жить», «поживать», а «дан» – «ты поживаешь». «Менле пуранадан» или «Менле пуранадар». То есть меняется конечная буква «н» на «р». «Менле пуранадан» – «как ты поживаешь?». «Менле пуранадар» – «как вы поживаете?». Самый короткий ответ – «лаях». Хорошо, «лаях». Для усиления мы можем также сказать «пиде лаях». «Пиде лаях». «Пиде очень», «лаях» – «хорошо». Ну что ж, теперь мы знаем аж целых два слова, которые переводятся как «хорошо», «хороший». Аван – «лаях». Следующее слово особенное, поскольку является шуточным маркером своих, то есть чувашей. Хамар ял, что дословно переводится как «своя деревня», «наша деревня». Хамар – своя, наша, ял – деревня. Хамар ял – свои. Хамар ял. Фраза, которую, как правило, хотят знать на всех языках – эб сана юрададаб. Эбе сана юрададаб. Я люблю тебя. Эбе – я или эб. Сана – тебя. Юрададаб – люблю. К слову, надо сказать, что глагол или сказуемый в чувашском языке, как правило, стоит на последнем месте. Поэтому эбе сана юрададаб, юрададаб, именно юрададаб здесь люблю. Самое короткое и, пожалуй, частотное слово чувашского языка – это слово «юрать», что значит «ладно, хорошо, договорились, да будет так, пойдет, окей». Растерялся, когда услышал что-либо по-чувашски, когда говорят по-чувашски, можешь сказать «юрать», «юрать». Но будь готов и к тому, что ты на что-то согласился. Шаплабулдер – это своего рода чувашская «аминь». Когда решается какой-то спор, или идет договоренность о чем-то важном, или звучит какое-то пожелание, можно услышать «щапла пулдер». «Щапла» – так, «пулдер» – да будет. То есть «щапла пулдер» – да будет так. Кстати, «щапла» в современном чувашском языке, простите, переводится еще и как «да». Это появилось относительно недавно, поскольку «да» как такового в чувашском языке не было, поскольку были другие способы согласиться или выразить какое-либо подтверждение. Но теперь мы его используем. Щапла – так и да. Щапла. Тавдабуш – это спасибо. Тавдабуш, как правило, знает это слово все, кто живет в Чувашии, даже если они не владеют чувашским языком. Кроме слова тавдабуш само включает следующие компоненты. Тав – благодарность, та, да, пущ – голова. То есть получается
поклон благодарности, поклон головы. Кроме этого, используются короткие формы слова тавдабущ. Тав – спасибо или тавах. Тав, тавдабущ, тавах – все это спасибо. Если мы хотим сказать про кого-то человека «молодец», мы говорим «матур». «Эзе матур» – ты молодец. В принципе, матур подходит как для девушки, так и для юноши, для пожилого человека, так и для детей. Матур – молодец. Матурзем – молодцы. Следующее важное слово чувашского языка – тван, значит родной. Тван. Например, тван – челье, родной язык. Тван жин – родной человек. Тван также является своего рода обращением к аудитории. Тван амарзем – мои родные, мои друзья, мои соотечественники, мои братья и сестры и так далее. Можно сказать также к одному человеку. Тванам, тван-ам, мой родной, мой друг, братишка, сестренка. Ну и, наконец, последнее. Есть несколько способов сказать «до свидания» по-чувашски. Одно из самых распространенных – сыва-пул, когда мы говорим одному человеку, и сыва-пулар, когда мы говорим двум и более людям. Здесь сыва – здоров, здоровый, пул – будь, пулар – будьте. Сыва-пулар